Продолжая добрую традицию монастыря святого апостола Симона Канонита, Священная митрополия Абхазии на протяжении многих лет организовывает праздничное представление, посвященное Рождеству Христову. Более 500 ребятишек со всех районов Абхазии приехали в столицу на рождественскую постановку. Перед началом представления наместник монастыря апостола Симона Канонита иеродиакон Давид Сарсани поздравил всех присутствующих с Рождеством и рассказал о важности данного праздника. Праздник Рождества Христова – это праздник надежды. Надежды, которая приходит к нам всем. Надежды на любовь, на добро, на радость, на свет. Дай Бог, чтобы те из вас, кто сегодня присутствует здесь, увидев это представление, посвященное Рождеству Христову, Рождеству, рождению Господа нашего Иисуса Христа, ушли отсюда более просветленными. Затем детям показали спектакль, повествующий о борьбе добра и зла. Согласно сценарию, в канун Рождества злые духи крадут у детей Библию. Оставшись без Слова Божьего, люди начинают ссориться между собой. Мальчик Даур со своей сестрой Мактиной и их верным псом Соломоном отправляются на поиски священной книги. По пути с детьми происходят различные приключения. В итоге они оказываются в гостях у святого Николая, который рассказывает им библейскую историю о рождении Спасителя. При помощи ангелов и святых духов Священное Писание возвращается к людям, а злые духи навсегда покидают землю. Юные зрители с восторгом наблюдали за выступлением актеров, не скупились на аплодисменты и сами участвовали в представлении, танцевали, рассказывали стихи и отмечали, что им очень понравился спектакль. Мне понравилось, как Кама верила во все, а ее брат нет. И в конце они оба стали верить в чудеса. Мне понравилось представление. Даур и его сестра Мактина стали верить в чудеса. Мне больше понравилось, когда ангелы танцевали. Представление было о добре и зле. Там рассказывается о Боге, добре и зле. Мне все понравилось. По окончании праздничного мероприятия всем детям вручили рождественские подарки. Алика Турапш, Беслан Чинджери, Абхазское телевидение.